Здравствуйте, меня зовут Драгула Алексей. Впервые я попробовал наркотики где-то в 13 лет. Это меня сестра старшая дала попробовать. Первоначально, конечно, я не понял их, но потом втянулся. Так я был отличником, пока мать была жива. Все, я был круглым отличником. Как мать умерла, так потерял интерес к учебе. Я стал троечником, закончил на тройке 9 классов и все. Больше не учился. Работать сразу пошел. Я не старался за работу спрятаться, как говорится. Ну, бывали периоды, но ради удовольствия просто принимал и все. Ну, раньше я этого не понимал. Ну, то, что так, просто физические ощущения, такие, эйфория какая-то, какие-то удовольствия эмоциональные. Именно воздействует на мозг. Вот эти наркотики, они воздействуют на мозг. Ты можешь какие-то эйфорию постоянно, нирвана, как можно сказать, постоянно испытываешь удовольствие какое-то, ты довольный жизнью, все улыбчивый, у тебя забот нету никаких во время действия этих наркотиков, так сказать. У меня, не знаю, как-то периодами, бывает по 5 лет вообще ничего не употреблял, а потом вот в конце, последние 2-3 года, ну вот не считая, вот, имею в виду до 17 года, у меня был какой-то обостренный период, я принимал очень сильно много наркотиков. То есть у меня периоды по полгода каждый день, несколько раз, вот так вот бывало периоды. Не спишь сутками, 3, 4, 5 суток, это очень плохое. Изматываешься весь, не ешь ничего вообще, полностью организм истощение. Я почему-то не задумался о том, что-то к чему это все приведет. Но оно накапливалось. Я как безостановочно, как паровоз под откос шел, не задумываясь о том, что будет в дальнейшем. Ну, раньше когда-то давно был период, когда я общался с одним человеком, который кололся. У него тяжелые последствия, тоже инвалидность всю жизнь. Тромбоз вен на ногах пошел. Ну, тогда я, как говорится, не задумывался. Вот когда они появляются, как ты все забываешь, не думаешь, пройдет там завтра, ничего сложного, не считаешь даже себя наркоманом, как говоришь, что наркоман, да ну, я же как, так просто немного употребляю, все кажется, это самообман, сам себя обманываешь, что ты не наркоман. Жена видела, ей не нравилось, она не одобряла. Конечно, это, я думаю, любая жена не будет одобрять, когда муж употребляет. В последние года жизни, ну, сказать, мрачная, очень мрачная, во тьме она проходила. Вот так вот, просто сказать. Во тьме, в кромешной тьме. Вот именно тогда, когда я развелся, вот, потерял как жену, семью, вот тогда, вот, как сказать, я опустился во все тяжкие. Ну, то есть меня уже ничего не сдерживало официально, так сказать, заботы никакой. Ребенок на попечении матери. То есть я один, я снимал квартиру, работа хорошая появилась, денежная. Ну, почему бы не погулять? И вот дошло до того момента, что вообще никто со мной не разговаривает. Не разговаривал, не общался. Я был один, полностью один. Работу потерял. Жил я в подъезде. До того дошло. Ну, а в подъезде жил там, где моя жена и теща, просто они не знали, я жил на 2-м, они на 6-м, а я на 2-м, ночевал на ящике. Там сосед, он меня хорошо знал, он меня там кормил, иногда запускал ночевать к себе. Постоянно посещали мысли спрыгнуть с крыши. Это была зима, январь-февраль. Нету денег, да? Представьте, я нахожу деньги раз, куча мелочи в одном месте. Можете это представить? Куча мелочи просто в одном месте. Но я сначала не обратил внимания, вот он поднял. Потом иду, смотрю, валяется бумажная купюра, да? Все проходят мимо, никто не видит, а я ее вижу. И тут я ее поднимаю и понимаю, и тут у меня мысль приходит, что обо мне кто-то заботится. Я понимаю, что Господь есть. Вот тогда я вот понял, точно, что Господь есть, и Он обо мне заботится. В какой-то момент я тогда и понял, что Господь, только Господь поможет мне от всего этого избавиться и выйти, нормально жить. Нет, срывы были, я еще несколько раз употреблял наркотики, но я уже такого, как стремление, но оно прекратилось. Главный урок, все говорят, учиться на чужих ошибках хорошо, а на чужих ошибках никогда не научится человек, пока сам не испытает это, не поступит. Главное, чтобы эта ошибка научила тебя, чтобы ты понял ее, а не
опять наступал как на грабли. Постоянно человек наступает, и не хочет задуматься, что это и есть. Это твое запинающее состояние, в котором ты не можешь преодолеть. Если пока ты не преодолеешь, ты не двинешься к лучшему, не пойдешь шаг к хорошему, не сделаешь. С ребенком натянутые. Периодически у нас так почему-то получается. Иногда очень хорошо. А бывает период, когда он вообще слушать не хочет меня, говорит, я не хочу, говорит, в данное время ты мне как бы не интересен. Я думаю, все будет хорошо. Я живу сейчас как говорится, с братьями просто в одном месте. Ну как, живем просто в доме, в частном доме живем вместе. Занимаемся своим хозяйством и все. Ну, в основном картофель, огурцы, помидоры, там, кабачки, ну, зелень, там, укроп, петрушка, салаты. Вот такое вот небольшое. Живности нету. Сейчас летом хозяйство, надо закончить все это, а от осени уже как начать работать. В каждом дне, просыпаясь, ты испытываешь радость. Тоже, то есть то же самое эйфорию, как от наркотиков, но гораздо больше, как говорится, эффект, можно сказать, намного лучше. И ты ничего не употребляешь. Ты доволен жизнью. Я не употребляю вообще полгода. То есть я вообще отказался на наркотик. Господь мне помогает в этом. Ну, счастье не только, как многие рассуждают, семья, построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Я думаю, счастье не в этом, а человек должен как раз духовно расти. То есть я раньше не мог представить, как можно подойти, помочь другому человеку, проявить любовь, заботу как-то, вообще другому человеку. А сейчас меня побуждает Господь, я могу, то есть, подойти и помочь в чем-то, в чем я раньше даже и не мыслил. А зачем я буду это делать? Это же не мои проблемы. Счастье – это помогать. Это не заботиться о себе, не думать себе, а думать, возлюби ближнего своего.